Не ел? Так что у нас сегодня завтрак не с яичницы, да? Завтрак туриста. Завтрак с макаронов с мясом. Да. Чтобы еще хватило на сколько откопать палок. Все Самое главное с утра это калорийный завтрак, чтобы сил хватило. Все вчерашние калории не восстановили. Это ерунда. Нифига себе. Сколько сегодня Предстоит? но видишь, как я вот буду с этой. Не, смотри, как раз вот это стер шкуру. Ты ж под бур хотел. Что? А что, буру вот тоже ведь этой рукой бурить? Нет, давайте бурить другой рукой. Ну посмотрим, как-то может. Вот так, да. Блин, вот время летит очень быстро. Да. Вроде только-только ждали, пока лед встанет. Но это лед собака встал слишком поздно с одной стороны. Если бы он встал в ноябре, Дождались, но уже весна. да. Вот только вроде лед встал, а уже все, поздняк. Поздняк места менять куда-то, что-то уже. Уже да. Мы не сдаемся. Это каждый год так. Пока еще. Я же что, меня спрашивают, да? Новое не найдешь. А что ты не ставишь, говорит, переметы? Ну, знаешь, как на Енисее там. Раз, как продольник, только так поперек, по диагонали немного. У меня есть они, даже вот здесь есть. Да мне синим тряпку, зеленый. Продольник, по идее, тот же перемет, который вот у меня там стоят. Ну. Они, да, площадь больше захватывают, как бы шансов больше, но видели, вчера же там тоже и мальки были, но где-то не были, налим был, правда, но опять же не на каждом крючке же висят, как на Енисее, правильно? Но вот каждый год я ставлю по 2-3 крючка, там, чтобы найти тропу. Ну, где-то ведь она идет, и где-то ведь она чаще попадает все равно. У нас вообще не Енисей. И понял я такую закономерность. Нет никакой определенности. Сегодня попалась здесь у меня, скажем, на палке налим, завтра там, третий день вообще там. Может где попасть крупный, там большие, больше ничего не попасть. Вон, да? Крупного поймали, и все, тишина, эта палка больше не работала. Вчера сколько хотели Говорят, снимать, все, налим. снимаем, раз висит налим. Налим ползет, говорят, по одной полосе. Ни хренушки. Может быть где-то. Ну, сейчас. Кстати, Они насчет... ж тоже развиваются, там уже трехполосная дорога. Да. Это вы привыкли тут. Там же тоже. Кстати, это... Насчет мышей, может быть, и стоит попробовать. Потому что сам не пробовал, но слышал такую фигню, что никому не клевало, допустим, не идет налим, да? Или там 1-2. Один мужик, говорит, поставил 20 палок. И как-то, говорит, не вдоль печоры, как обычно, а как вот 2-3 вдоль, типа так вот, по течению поставил. И почти на каждом крючке, говорит, налим висит. Фарватер вы- За налима не знаю, но за сама знаем. Оказалось, говорит, он сверху, говорит, собаку прицепил и бросил в начале зимы. Да. И она всю зиму разлагалась там, испуская, ну, этот запах гнили, тухлятины. И типа налим на этот запах, говорит, по нюху идет. В эту струю. Где-то уже, да. Не знаю. Это надо муму дописать. Но я знаю, что вот на Украине, Новоднестровскими, это мужик тоже рассказывал. Говорит, говорит, вот таких хотите, таких вот самят, ну, половить. А нам все равно, говорю, что нам на уху, что такой самяк, что самяк большой. Вот, говорит, найдите тухлую что-нибудь и положите вот на траве, где трава подходит к воде. Что сами, что самище. Да, чтобы плескалось вот в траву. Даже можете на метр, если ручеек есть, на метр поставить. Они все вылезут, блядь, как змеи. И точно. Как в Архангельске. Ставишь сетку на берегу. Они ползут туда. Ой. И укутываются. Главное, чтобы голова с жабрами пролезла. А каждый год, вот пока так еще место, да, куда поставить продольник, перемет, где сконцентрировать палки.
В итоге хоп-хоп, смотришь уже Новый год. Вот это глухой сезон, вот декабрь. А на норе уже и лед толстый, и Сколько наледь нашел, страшная, да. и все такое. А уже рыбачить невозможно. Ничего. Остался один выход, аэролодка. Как всегда, не хватает времени. Аэролодка, да, но видишь, Так, я одеваюсь, пошел поговорить. Аэролодка. только по реке. У нас же больше нигде не проедешь на ней. Дороги все заросли Не, уже. ну понятно. Это да. Ну, снимаешь двигатель, ставишь там, они же от дельтаплана моторы. Который я вот дядь Ване предлагал, он говорит, мы еще будем делать, чтобы она летала. То есть крыло заказывал. Разогнался. Это Полетел. как на ковре-самолете, да? Да, совершенно правильно. Опа! Есть. Оба она. Ну-ка иди. В прямом эфире сработала мышеловка. О, налим. И сейчас мы посмотрим. Собственно, ну дай посмотрим. Сейчас камеру. О, не видно ничего. Так, Фонарик, фонарик. Нет фонарика. Перевернулась даже мышеловка. На, фонарик. Вань, дай камеру достану. О, Сейчас мы, друзья, посмотрим, что у нас Иван, А вдруг ложный? Иван Стрелец, охотничий сын. Да нет, сидит там. Во. ушами шевелит. В прямом эфире. Так, смотрим. Смотрим. Только сработала. При нас же. О, вот она. Одна жопа торчит. Так, подожди, увеличиваю. О. Сейчас переверну. Вот она. Бедную. Вот тебе сейчас и испытаешь. Ты живую может насадить? её? Вот. Вот она что, живая что ли? Все. Вот, это О, черная. уже другая. Ну-ка, черная, посвети, Другой свети, сорт. свети. Ну это же эти, как Это черная, да. А то все Рыжие. рыжие попадались. Видать, это лемминги? популярность этих, Иван, ты переловил всех Мгм. рыжих? Эти начали. Да, эти потом осмелели, начали. Это вот которые у меня по ногам бегали. Так это лесные мышки-то, лемминги, да? Лемминги называются. Я такую же добыл первую. Добыл. Так что, А, да, тебе не хватает одной на трапку, да? так что, Вон, ты какой. подожди, пусть она умрет сначала. Так она все уже. Ты думаешь, после этого вы... Дай позавтракать нормально. Хотя бы дайте позавтракать. Я думал, ты жарить хочешь. Не, говорят, да, если ошмалять ее, то можно это. Охмуряй. Ну, на эту то и язь возьмет. Черная это да. Ну, мелкая. Как норка. Да, пошел я пушнину на место. Все, скальп снимай. Так, ну что, мы закругляемся завтраком. На улице уже почти светло. И дуем на всех парах Почти уже темнеет. на рыбалку. Сегодня долбить не надо будет. Сегодня потеплело у нас, минус 5 градусов. Это вот такой резкий перепад. До минус 26 и минус 5. Я не знаю, как это скажется на рыбалке, как на активности рыбы, но будем пробовать. Все, погнали. Встречаемся на реке. Это, друзья, путешествие. Бедный ураган. Вот ему досталось-то вон. Сколько наледи. Пухляк сверху. Это свежий выпавший снег. Блин. Я бы, наверное, обкакался, блин. Вон, вся дорога по наледи. Бывает, вообще врюкаешься, блин. Выйдем, это все забито, вон, все забито. Да. Полностью, блин. Но он прет. Сейчас главное это все обстучать, пока не замерзло. Ну, молодец, ураган. Это, считай, ладно бы без груза, а то еще вон 2 корыта с грузом, блин, херачит. Это все налипло, вон спереди как ножом прет еще вот это сырой снег, блин. Я чувствую, как будто землю пашет, а не едет, блин. Но едет. Тормоз, да. Ну едет, друзья, едет. Я думал, сейчас станем, будем ходить пешком. Потеплело, вода вышла вся наверх, снег прижало. Попытались прокатиться по озеру, там вообще он как лодка плавал. Короче, не знаю. Сейчас, если я останусь здесь и будет клевать, я останусь здесь, получается, блин. Но хочется, конечно, 5 палок хотя бы на новое место поставить, а те снять. Но посмотрим. Тем более я употел, пока ехал, так что остаемся, пробуем. Нужен живец, нужен ёрш, но если будет клевать окунь, хуже от этого не будет, правильно? Конечно. Все, погнали. До первой поклевки, друзья.
Ну, ураганчик. О, сейчас еще почистить тебе надо всего. Ну да, глубоко. Молодца, конек, молодца. Я просто Настоящий трудяга. вот посередке. Умница. так, бурись. Где? Так, пока я бурил лунку, Игорь с Иваном по 3 окуня уже выдернули. Иван, сколько у тебя? Тоже 3, да? 3, 4. А, ну живец 4. На. Я, конечно, сразу же достал блесну, пробую блесной. Вон, одну поклевку я увидел. Вон такого окушка вытащил. Оп, вот, о. Что-то еще было. Пока я наклонился, он было уже зацепился, но я проморгал. И он хорошенький был, потому что похоже было типа на зацеплен. Я сорта выдер, или я его тупо подсек. Ну что-то было. Неужели тут так много? О, вот что-то есть. Корыто, блядь, При- вытащили. Приятный, да, окунь? Ой, какие, это самое то, да. А тут еще говорите потом... Оп. О, смотри, на блесну. Но блесну так, нехотя берет. Но берет. Это считай, Игорь, глухозимье, самый короткий день сегодня, 22 декабря. Считай, пик глухозимья. Да. Оп. О, смотри. Блесна рулит от Мишки. Мне Михаил Пантелей... О, смотри, как жадно заглотил. Полностью тройник аж. Михаил Пантелей мне с Сыктывкара отправил в подарок эту блеснилку с блесной. И работает. Работает. Одна даже именная есть, гравировка там есть, Коми Рыбак. Ну и что привяжешь, что будет работать? Пуговицу привяжи, блин, с крючком, и будет работать. Ну, привяжи, что не привязываешь. Нет, я приклеил крючок, припаял просто куску этого медной этой, и тоже клею. Но без гравировки. Да. Я сейчас на малька попробую. Вы как хотите? Интересно. Малек будет работать, что нет-то? Тогда такая же теплая погода была, шел снег и было тепло. Опа. Была поклевка. Сорта выдернул. Оп. Блин, опять сортовый. Да что такое? Вот он сорвался, да? И сразу же ударил, блин. Или это другой рядом был? Ни хрена я ему не дам. И 2 раза был сход. Так, вот я отпускаю малька просто ради интереса. Ты какого, мертвого? Нет, ну резиновый. А, резинового малька? Ой, бля. Что-то сломал, сука, последнюю удочку и ту сломал, да, любимую. Опа, был удар. Ну, как так-то? Так, все, пора я сделаю. Так, попробовать безмотылку. У меня хорошая безмотылка такая есть. Что-то блесну не очень так активно берет. Все-таки глухозимье же. Но 3 штуки выдернул и 2 схода было. Малявка у меня тоже не очень. Ты живую малявку поставь. Так я стрессую, она как живая. Оба, говорите. На резину, да? Да. Такой ничего. Так, ладно. Меняем снасти. Меняем снасти. Оп. Блин, что это было? Главное зацепить еще как-то. Там же крючок почти не торчит. Только хотел поменять снасти и что-то было типа удара. Повыше поставим. 2 штуки. 2 штуки. Ерша сначала, а потом 2 окуня. На блесну. Главное, мормышку не хотят, а... О! Кто-то теребит аж пустую блесну, блин. А мормышку не хотят, на малька не хотят, на опарыша не хотят, на безмотылку не хотят. Блесну поставил, хотят. Ерша засек. Сначала ерша, потом 2 окуней вон.
Еще поклевки были. И все. А так все хорошо начиналось. Как все хорошо начиналось, но самый короткий день сегодня, и так все быстро закончилось. Поклевки прекратились, меняли места, искали, бесполезно. В общем, я занимался перестановкой палок, 5 палок переставил. Игорь с Григорьевичем, не знаю, что искали, но ничего не нашли, да? Ничего не нашли. Падает сырой снег, температура где-то, наверное, около 0. Все вот так вот. Вот так вот все вот налипает. Урагану тяжело, но он пока пашет. На реке километр воды подъезжали мужики на буране, они просто плавают. Намучились тоже, а мой хоть немного едет. Так что сейчас едем по-быстрому, проверяем палки. Пока что-то видно. Ну как пока видно? Под фонариками будем проверять. И в избу. Сегодня погода не рыбацкая ни хрена. В такую погоду лучше сидеть в избе. Но проверить надо. Так что поехали проверим. Ну чё, не клюет на удочки. Посмотрим, что нам дадут наши палки. Хотя вон приходится проверять вот в таких вот условиях. Воды выдавило везде. Это просто сырая рыбалка сегодня у нас. Здесь никого нет, я 100% знаю. Я не знаю вообще, почему я не убираю отсюда палку. Вон зацеп опять. Задолбался я уже рвать крючки здесь, блин. Иван Григорьевич с Серегой сказали, что здесь есть рыба. Рыбы здесь нету. Вон, только рвет, блин, постоянно. Ну, ладно, будем ждать рыбу. Постоянно рвет, блин. Я уже 3 или 4 крючка, вот вторые цепляю. Рвет, я сейчас даже не буду, пусть один болтается. Сейчас малявок добавлю, здесь этих не хватит, наверное. Вот так вот. Этого хватит, надеюсь. Если что там на верхнем участке. Ой-ой-ой, я сегодня, наверное, намокну так на коленях-то ползать. По лужам совсем не в кайф. Так, ловись, рыбка. Малая и велика. Ловись, рыбка. Да, сегодня долбить не надо. Сегодня, вчера все, ой-ой-ой, все лунки засыпали. Корыто легкое. Надо срочно накидать налимов, чтобы не переворачивалось. Вчера лунки засыпали, и сегодня потеплело. Вчера задолбались долбить. Сегодня хоть долбить не надо. Пешню даже в руки не берем, все лопатой. Так что сегодня проверка пройдет относительно быстрее. Ну, быстрее не знаю, но легче точно. Ух ты. Ух ты, ух ты. Хорошая натяжка. Так, дай бог, чтобы это был хороший налим, и дай бог, чтобы он не сошел. Не знаю что, но просто мощные, тяжелые. GoPro, снимай видео. Снимаешь? Вот он, вот он, вот он. Это не тот. Это не он. А, вон, блин. Фу, блин. Фу, я уже, блин, меня уже потряхивать начало от волнения. Фу. Ну, это не передать словами. Когда тащишь такой вес, я уже вон какую корягу оттуда вытащил, видишь? Да. Длинное бревно тогда. А сейчас просто чувствую такая натяжка и немного вроде этот подергивает. Вообще. Вот это я хапнул адреналинчику. За 5 секунд, блин, даже успел кайф почувствовать.
Немножко не хватило до экстаза. Вот за такие моменты и стоит ездить на рыбалку. Когда вот такая тяжесть, блин, сразу. Ух! Но на этот раз почти получилось, но не получилось, не вышло. В прошлый раз я вон какую корягу, она, не знаю, килограмм 20, наверное, длинная, вот такая жердина, тоже отсюда вытащил. Фонарик еще садится. Да, блин. Получается, на лим есть коряжники там все равно, да? Окуня никто не ждет. Таких налимов, наверное, здесь нету. Крупных. Второй малек живой. Третий живой. О, что-то дергает. Ясь походу дергает. Или что, я не пойму. Ну, что-то есть. Что-то есть. Так, хоть увидеть. О, окунь. Это не окунь дергает. Все, что ли, ушел? Нет. Еще упирается. Похоже, потяжки на язевые похоже. Все, пошел. Не сопротивляется. Его пошел сопротивляться. Язь. Язёчек. Он на какие крючки попадает. Красавцы. О, больше налима, блин. На крайний крючок, на последний крючок попался. Малявка живая еще, только-только хапнул. Ну вот. Крючок еще зачем-то взял. У страха глаза велики. Нет, он не поймешь, он вроде на тяге, потом раз, то плавно идет, спокойно. Так. Крайняя палка на нижнем участке. Дубовая. И никакой натяжки. Поехали на верхний участок. О, наледь. Вода, везде вода. Пешком ходить тяжело, а на урагане одно удовольствие. Вам куда? В сторону дома. Так, ближе к избе. Сюда, наверное. Крышки все уже разломались. Разломались крышки все. Разломались. Опа! Так смачно падаешь. Мокрые, как будто в воде были. Вот такие резкие перепады. Минус 25 и
Сейчас, наверное, уже около 0. Погнали. Так, что у нас даст этот участок? Палки, которые мы вчера хотели поднять, и пока еще не подняли. Но лучше бы мы их подняли, наверное. Как они уже неделю не приносят результата. Так и сейчас ничего интересного. Ну, фраза не всегда коту масленица. Думаю, как раз можно использовать сегодня. Если мы всегда говорили, что клюет хреново, то сегодня вообще не клюет. Все живцы на месте. Я не знаю, каким чудом на нижнем участке попал один язь и один налим. Но больше нигде рыбы нет. Почему-то. И знаешь, Григорьевич, почему? Погода. Погода резко поменялась, да. Я того же мнения. Вон, я не знаю, как видно, не видно. Хочу показать, сколько снега выпало. Вот здесь я развернулся на урагане, протоптал тропу, чтобы удобнее ходить было. Снега уже по колено. Вон, сейчас вам покажу, сколько снега. Вон наледь, вот вода. Ну, это я о проходимости урагана. Вон 20-40 сантиметров снега, грубо говоря. Вон. И под ним вот такая вот каша, вода. Вот здесь я хотел развернуться. Выруливать тяжело было. Вон. Вот такая вот обстановка на реке Печора у нас. Навалило вот сколько снега. Ну, грубо говоря, вон по колено, да. По колено снега. И снизу выступила вода, налить все. Вон. Видели сегодня буран короткобазный. Так они просто плавали. Отцепят корыто. Вперед-назад сделают себе разгон. Где-то найдут твердые. Нет, все. Я говорю, все-таки вес много значит, да? Вот, на этом едешь, а буран все уже до дна тонет. И... Нет, вот тут же площадь. Площадь опоры большая, а вес... буран врезается и все. Да и буран 300 весит, этот 100, да. Тоже вес-то. Ну да, и вес тоже играет. Нормально. Ой. Считай, вот сегодня груженные, считай, 2 корыта, 2 человека, я третий. И то, считай, по целяку с таким снегом прет. Надо, конечно, будет оббить, пока все не обмерзло. Внутри гусянки эта вся каша, если примерзнет, будет конец фильма. Так, ну что, осталось там несколько палок еще на верхнем участке. Сейчас проверим, да, избу уже. Решили сегодня работать без обеда, чтобы вечерком уже расслабиться, так расслабиться, да? Устал, что ли? Ну, поехали. Поехали. Ходите по этому снегу. Все живцы целые. Сегодня вообще не то чтобы не клевый день, а совсем не клевый. Вон один язь, один налим на нижнем участке. Каким-то чудом влетели и все. А тут на верхнем, как бы, ну, верхний ряд никогда пустым не был. Всегда рыба была здесь. Много ли, мало, но была. Сейчас тишина. Половину палок уже проверили. Тишина. И все живцы на месте, самое интересное. Ладно бы подшибали. Да. Видать, резкий перепад с минус 26 до нулевой, грубо говоря, температуры. Не очень-то хорошо для рыбы.
Две палки хоть со сбитыми крючками были, а там вообще же все целое было. Натяжки нет. Так что и рыбы здесь нет. Они что-то есть. Есть тебе такое. Да ладно. Долгожданный наш Язина. Абразина. Игорь угадал, говорит, тут, говорит, должна рыба быть. Там, говорит, украли, здесь украли, там обсосали. Там обсосали, тут украли, а тут должна быть. Ну вот. Вот он, обсос. Отсос, подсос и парадсос. Все-таки верхний ряд дал рыбу. Я говорю, верхний ряд пустым еще не был никогда. Не должен был он и на этот раз стать пустым. Что-нибудь всегда было. Так, верхний это ближе к Троицку, да? Да. Ну, так, Вот. вывод напрашивается, протоки. блядь. Вывод напрашивается, чем ближе к Троицку, тем больше рыбы. Возле Троицка надо рыбачить, да? Правильно. Вон, Возле Троицка рыбаков и так хватает. язя хуярит, блядь, так шуба заворачивается. Что думаешь, тут некому налимов гонять? Здесь, Приедут, да. ну, по крайней Целые. По крайней мере, в радиусе 10 километров здесь Мало кого. никого нет. Ах, две палочки осталось у меня. Ах, две палочки осталось у меня. И на первой никого. Сейчас вторую сразу подниму. И потом уже насажу, пока моя камера включенная. Никого. Вот и все. Такой проверки, Григорьевич, я не припомню еще. Чтобы на всех участках было только 3 рыбы. 2 язя и налим. Да, 3 участка, 3 рыбы. Ага. Ну, второй участок не считается. Там практически уже подняли, можно сказать, уже. Красиво. Рыбы нет. Он. Рыба не гуляет. Один. Ну, этот, конечно, здоровяк. Он. Вон сколько снега выпало, давление И 3. под водой, давление, Вот блин, этих живцов не считаю. сумасшедший налет. Вон. 3 рыбы. Вот. Это которые были, Ка- в рот попало им. Каждому по рыбке. Это самоубийцы, наверное, уже, скорее всего. Не, которым попало в рот прямо. Мы же тоже окуни, которые были рядом. Всё, они не двигаются. Окуней по норме отпускают. Помнишь, с Ромой 17 поймали. Потом с тобой как-то 19. Да, Сегодня 18. ну вот. Одна и та же норма. Предела, плюс-минус. Ладно, будем надеяться, что завтрашний день за сегодняшний раз отквитается. Да, может они привыкнут за сегодня и завтра будут клевать. Да.